ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В 10-й школе прошел семинар для кураторов российского движения школьников по информационно-медийному направлению. Педагоги собрались, чтобы обсудить насущные вопросы и проблемы развития, пожалуй, самого крупного раздела РДШ. И если справиться с экологией, социальной активностью и личным ростом детей обычный учитель еще может, то чтобы научить современного школьника работать в медийной сфере, педагогам придется сперва самим эту сферу освоить. Согласитесь, задача не из простых – вести без опыта группу ВКонтакте, блог в Инстаграме и канал на Ютубе. В 10-й школе, пожалуй, повезло. В рядах педагогов появился профессиональный телевизионщик. У нас, когда в 2013 году пришла сюда портативная мобильная киностудия, и стал вопрос, кто займется, кто возьмется, то есть выбор пал на меня, поскольку единственное есть профильное образование. Был открыт кружок журналистика в школе и любительское видеотворчество. И вот на базе этого кружка мы постепенно развивались. То есть мы начали не тогда, когда РДШ начала свою работу, а гораздо раньше. То есть поэтому нам в этом плане гораздо легче. У нас были и методические пособия уже готовые, которые мы только перерабатывали под себя. Теперь 10-я школа и сама развивается, и другим помогает, но успеть за ними остальным пока сложно. В Ухте это направление откровенно проседает, даже не все школы завели страничку ВК, а если она и есть, не выдает личный контент. Но тем не менее задача перед педагогами стоит глобальная. Языком документов она звучит как создание единого информационного пространства в учебном заведении и за его пределами. Или, если проще, им нужно объединить все новости, события и мнения в одном популярном школьном СМИ. Чтобы идти к этой цели, учителям советуют, можно начать с детей, а именно направить их в центр «Лидер». Именно там собираются юные медийщики по вторникам.